Добрый день! Сегодня в студии Коми Информа директор Центра информационных технологий Коми Антон Юрьевич Давыдов. Здравствуйте! Тема нашей беседы – безопасные покупки в интернете. По данным аналитиков, по итогам 2021 года доля онлайн-покупок заметно увеличилась и достигла 12%. Учитывая рост интереса к интернет-покупкам, очень важно выбрать надежного партнера в качестве торговой площадки, где покупатели и продавцы могут чувствовать себя спокойно, знать, что они защищены. Антон Юрьевич, давайте поговорим о безопасности в интернете. Какие главные правила необходимо соблюдать на онлайн-площадках? Предлагаю не сообщать никому коды из СМС, в том числе не раскрывать сведения и данные платежных карт, такие как номер карты, срок действия, CVV-код. И дополнительно не советую сообщать реквизиты своих паспортных данных. Торговых площадок в интернете очень много. Чем необходимо руководствоваться при выборе надежного ресурса для сделок в интернете? Совершайте сделки только на официальных площадках. Внутри площадки вы защищены. Здесь гарантирована сохранность ваших денег и товаров. Крупные интернет-площадки, как правило, блокируют сомнительные ссылки и предупреждают о подозрительных действиях пользователей. Практически у всех пользователей есть личные аккаунты на маркетплейсах, интернет-сервисах по размещению объявлений, например, на Авито. Какие технологические средства компании внедряют для защиты своих пользователей? Как правило, необходимо использовать сложный пароль, надежный, защищенный. Он должен состоять минимум из 8 символов. В том числе необходимо использовать двухфакторную аутентификацию. Что такое двухфакторная аутентификация? Это имя пользователя и пароль, и, например, код из СМС. Также можно использовать дополнительное приложение, в котором также формируется этот код двухфакторной аутентификации. Кроме того, интернет-магазины показывают историю профиля пользователя, в котором можно увидеть, когда зарегистрирован пользователь, какая у него история его активных продаж или уже завершенных. Вместе с рейтингом и отзывами эта информация помогает составить некое впечатление и портрет о пользователе. Частные лица и компании проходят проверку по паспорту, по правам, по госуслугам и так далее. После проверки они получают значок «Документы проверены». Однако это не всегда означает и гарантирует стопроцентную защищенность. Существует дополнительный механизм защиты, например, как скрытый номер. Он позволяет в тайне оставить свой реальный номер. Таким образом, покупателям обеспечивается конфиденциальность и безопасность. Оплачивая покупку в интернете, на что обратить внимание? Обязательно проверяйте страницу оплаты. В начале адреса должно быть написано HTTPS. Это означает защищенное соединение. Если там написано сертификат недействителен или небезопасное соединение, сразу же рекомендуется покинуть сайт. Пользуйтесь сервисами для защиты сделок внутри платформы. Например, такой сервис, как безопасная сделка. Это гарантирует сохранение денежных средств на специальном резервном счете. Оплата поступает продавцу после того, как покупатель подтвердил получение товара. Часто во время покупок пользователям предлагается перейти по ссылкам. Как реагировать на это? Если вы общаетесь или оформляете доставку на сайте интернет-магазина или с помощью сервиса объявлений, переход по внешним ссылкам не потребуется. Антон Юрьевич, иногда онлайн-покупка сопровождается переговорами с продавцами по телефону. Как следует себя вести в такой ситуации? Вас должны насторожить призывы к действию, например, срочно оплатить или раскрыть какие-либо персональные данные. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят и не просят сообщить те или иные данные. Иногда приходят СМС с просьбой перезвонить. Не стоит ни в коем случае перезванивать по номерам, сообщать какие-либо коды из СМС. Если вам звонят сотрудники из банков или правоохранительных органов, всегда перезванивайте им по известным номерам. Давайте подведем итог нашей беседы. Безопасны ли покупки в интернете? В интернете покупки безопасны, если соблюдать простые правила и использовать надежно защищенные интернет-платформы.